Здравствуйте, мои дорогие друзья! Вы снова на канале Как-то так у Лейлы. И мы с вами сегодня будем делать вареники с картошкой. Давно не делала, даже на заказ давно не делала, не было заказов. И сейчас нет на вареники заказов, есть на манты, но это не сегодня. Несколько дней я буду занята. Так, все-таки очки надо одеть, потому что я почти ничего не вижу без очков. Так, и сразу же хочу еще раз прорекламировать эту картошку. Это та же картошка, которую вот мне привозили, помните? Я хотела купить, она мне ее привезла. Вот, это волгоградская картошка, это реклама для наших жителей Ингушетии. Волгоградская картошка, которую выращивают наши соотечественники. Они ее не перепродают, они вот живут в Волгограде и выращивают ее успешно там. Я страничку их инстаграма оставлю в описании, номер телефона тоже. Картошка очень вкусная. Мне несколько человек после того, как я прорекламировала ее, позвонили, сказали, что купили, и сказали, что им понравилось. Так что, друзья, посмотрите, может быть, вам тоже понравится. И я вас заверяю, картошка не чернеет, если даже она вот несколько дней стоит, хоть 4, хоть 5 дней она может стоять, она не чернеет. Нам как-то привозили картошку, тоже белая картошка была. Вы знаете, настолько невкусная, и на вкус невкусная. И Мадина говорит, мама, говорит, я еще тогда, когда Мадина ее варила, я еще ее не варила. Мадина говорит, мама, говорит, она не успела, говорит, как ее, остыть, когда уже начинала чернить. Вот эта картошка, друзья, не чернеет, хоть 3-4 дня. Я специально в тот раз, просто я забыла ее вставить в ролик, специально в тот раз, когда я ее варила, оставила прямо на столешнице, дня 3, наверное, просто стояла она у меня. Она не чернела, буквально вот белая-белая. И вот сейчас на интерес, вот видите, картошка не маленькая, ну, без маленьких этих не бывает, глазков, изъянов, вот. Обычно большие картошки внутри бывают полые такие. Вот ни одна картошка мне еще не попалась такой полой. Так что, жители Ингушетии, я вам советую ее купить. Во-первых, у них есть доставка в любое наше село и в любом количестве. Есть у них и оптовая доставка, есть оптовые цены, розничные цены. У них есть еще лук. Так что вы можете у них заказывать, и они привезут вам прямо на дом. Можете на интерес просто купить, там, ну, сетку купить, 10 килограмм купить. Они 10 килограмм вам доставят, потому что они собирают на каждое село заказы и в определенные дни развозят их по селам. Скоро у них должны быть еще и капуста с морковкой, ну, все овощи. Все овощи скоро они завезут. У них будет огромный склад. Поэтому, друзья, кому интересно, кто должен купить картошку, покупайте у них, я вам советую. Вот от чистого сердца советую. Вот вспомнила раз сегодня идею. И знаете, вот, ну, еда вкусная. Вот из той картошки, которую я говорила, позавчера, по-моему, я ее добавила голубцы. Как раз у меня были дети Мадинкины. Я приготовила голубцы, перчики в сковороде. Ну и несколько картошин тоже туда добавила. Но совершенно не, во-первых, одинаково закинутая картошка туда. Одна была развалилась, а некоторые нет. Вот одновременно закинутая, одна и та же картошка. Вот одна была какая-то твердая, одна так нормально сварилась. Вот так вот. Так что, друзья, если вы должны покупать картошку на зиму, заказывайте у нее, покупайте. Пробуйте, еще же не холодно, еще можно попробовать, посмотреть и купить. Картошка же обычно у нас как, дорожает же, ближе к зиме она дорожает. Поэтому пока еще недорого, можете у них заказать. Прямо с доставкой картошка, лук будет с доставкой на дом. Вот так вот. Я сейчас быстро поставлю картошку вариться, и я попробую замесить тесто. Не тестомесом, а вот именно руками. Мне вот очень интересно. Уже вот как смотрела Копьева, как делает тесто. И я уже примерно понимаю, когда вот меня смотрела Татьяна
казачка готовит с канала, она мне порекомендовала, что тесто не надо долго месить. Вот я буду сейчас замешивать и вот попробовать хочу. Я теперь смотрела, как делает это Зинаида Копилова, как она ну, с канала тоже, у нее канал называется Зинаида Копилова, просто женщина. Вот я посмотрела, как она замешивает тесто, и потом вспомнила слова вот Татьяны, что она мне рекомендовала. Тогда я не поняла, что она хотела сказать, а теперь я понимаю. Она мне говорила, не меси, не надо месить тесто, оставь его, пусть полежит, клейковина пусть разойдет, потом будешь его замешивать. Вот я посмотрю сегодня обязательно, вот сейчас замешу руками, но прежде поставлю картофель вариться, потому что у меня немножко теста есть. Я сыну сделаю вареники, скорее всего, потому что время уже поджимает, его отправлю на работу, а нам спокойно на еду. У меня там немножечко теста есть для него. Вот. Он уже на пятничной молитве, как придет, быстро должен поесть и пойти на работу. Он меня попросил сегодня. Вчера я сепарировала молоко, у нас свежая сметанка. И он говорит, сделай с картошкой. Мои не любят с творогом. Вот именно и лепешки, и вареники любят с картошкой. Но правда без лука, без ничего, просто чтобы была картошка и немножко черного перчика. Вот видите, ни одна картошка не порченная, ни одна. Пока я просеивала муку, картошка у меня уже начала вариться. Друзья, потому что я залила ее кипятком. Может, кто-то не знает, может, кто-то молоденький, кому-то пригодится. Всегда, когда я начинаю готовить завтрак, ужин, обед, без разницы, любое, в какое бы время не начинала готовить, я в первую очередь ставлю чайник на плиту, чтобы он у меня закипел и была горячая вода. Вот если я спешу, то я картошку заливаю кипятком, она буквально через 2 минуты закипает, и буквально через минут 5-7 максимум бывает готова. 10 пусть будет, да? Быстро готовится, потому что вода горячая. Так что, если кому-то пригодится, то это хорошо. А теперь будем замешивать тесто наше. Так, сейчас. Я направлю камеру. Конечно, это тесто многие мои подписчики в основном видели много раз, много-много раз. Но у меня, я по комментариям вижу, что подписчиков все-таки есть новые, и каждый день я вижу, каждый день новые подписчики, может кому-то понадобится, да и сама сегодня будет такой эксперимент. Значит, без предисловий, 2 килограмма муки, на сей раз я набрала 900 миллилитров воды, но вообще у меня литр воды, обычно я говорю, но понемножечку я стала делать 900, потому что все-таки мука немножко расходится. Сейчас посмотрим. Вот сразу же заливаем эту воду. Я хочу проверить именно то, что мне тогда говорила Татьяна. Вот. Долить в любое время мы сможем эти 100 грамм, если нужно. Столовая ложка соли и 4 столовые ложки растительного масла. Все, никакого яйца, ничего не надо. И тесто превосходно себя ведет, что в заморозке, что сразу. Ничего не рвется. Оно эластичное и очень вкусное даже. Вы не поверите, насколько бывают вкусные чебуреки из этого теста. И все, и мы быстренько замешиваем тесто. Все, его не надо там по кругу или еще чего-то, как я делаю лепешки. Его нужно быстро замесить. Все. Забить именно хорошенечко мукой, чтобы оно было... вам будет казаться, что все-таки муки много. Нет, тут муки немного. Вот, и благодаря, посмотрела я, как делает Зинаида свое тесто, я поняла смысл того, что мне тогда Татьяна говорила, и смысл теста Зинаиды. Вот. Тут нет никаких усилий. Никаких усилий нет. Мы просто соединяем воду с мукой. Все. Вот не надо его долго месить, долго перемешивать. И сейчас посмотрите. Буквально я не буду выключать. Неправильно поставила. Так, сегодня Ибрагим дома. Вот оно практически все. Вот в таком виде обычно Зинаида его кладет в пакет. А мы сейчас тоже попробуем его
или в пакет положить, или оставить даже вот в этой же чашке. Ну, немножко, конечно, нужно муку подобрать. Все, не надо никаких усилий. Я не делаю никаких усилий, чтобы у меня сейчас болели руки. Вот никаких усилий, просто я соединяю муку с водой. Вот видите, оно сейчас кажется, что вот оно рассыпчатое, никогда в жизни не соединится. Оно прекрасно должно соединиться. Конечно, в моем тестомесе оно прекрасно соединяется. Для мант можно немножечко подлить воды, чтобы было вот именно литр. Но я даже для мант такое оставляю, потому что сейчас нет такой вот прям вот очень хорошей муки, чтобы была хорошая клейковина. И оно потом все равно вот по мере того, как лежит, оно размякает. Все. Так, ты можешь мне кулечки дать? Ой, только что они у меня были. Теперь я не знаю, куда я их положила. Или я, наверное, закрою просто это. Крышка от чаши. Все. Вот видите, вот это мы пока оставим. Вот оставим буквально на 20-30 минут, и это оставлю. Я не делаю никаких усилий, чтобы болели руки, имейте в виду. Вот все. У меня есть тесто-раскатка, кто не знает, но я просто делаю, чтобы посмотреть эксперимент. Вот мне Татьяна сказала, вот на этой стадии не перемешивай, не меси больше, не уставай, не меси, пусть полежит. Пусть полежит, потом еще раз подойдешь и замесишь. Вот сейчас посмотрим. Так, ну все. Сейчас плотно закроем крышкой, чтобы не поступал воздух. И минут 20 постоит. Дальше посмотрим. Вот эксперимент у нас. И вот смотрите. Вот как разварилась картошка. Буквально, как я сказала, 7 минут не прошло. И вот она вот такая вот разваристая. Поэтому я вам ее рекомендую. Она вкусная. И вот такая вот разваристая. Я очень люблю, вот, когда картошка разваривается. Но она не вся прям рассыпается. Видите, некоторые совсем рассыпалась, а некоторые так. Ну, мне нравится вот именно вот такая картошка. Ну вот. У меня сын свистнул 3 картофелины. Говорит, ладно, я буду вечером есть вареники. Приготовишь, поставишь. А сейчас вон с картошку со сметаной и с помидорами солеными кушает. Открыла баночку красных помидор. Друзья, очень вкусно получились. Так. И вот, ой, это же... Ну, я же показала, когда варилась. Ну, вот смотрите, какая картошка. Это просто вкуснятина. Теперь я ее потолчу. Добавлю сливочное масло. Я его растопила, потому что оно у меня было в морозилке. И оно не растопилось быстро в этой картошке. Добавлю молочка немножко. И будет очень вкусное пюре. Добавила черного перчика. Ну что, мои дорогие, посмотрим, что же у нас с нашим тестом. На интерес я не открывала еще. Полчаса, как я его оставила. Вот в таком вот незамешанном виде. И я уже чувствую, что оно все-таки, вот видите, права, что Зинаида, что Татьяна. Вот, не надо долго месить. Оно понемножечку полежит, и потом придет в себя. Вот. Теперь мы снова его перемесим. Вот так вот, видите, оно уже податливое. Я так и подразумевала, что это будет. Вот этого вот бояться не надо, что это все крошится. Это все вот заберется. И тоже никаких усилий делать сейчас тоже не надо. Вот на этом... Вот сейчас, если оно слишком тугое, вот можно долить водички чуть-чуть. Вот, долить водички, сделать более... Не крутое тесто всегда можно, а вот уже из более жидкого крутое сделать, как Зина говорит, это уже сложнее. Вот так вот. Но просто придется сделать 2 подхода сюда. Вот сейчас перемесить и немножко опять положить. Но самое главное, что да, вот руки не устают уже. Вот если сразу большой комок сложно кому-то, вот как Зина делает, можно сделать, вот просто разрезать на 2 части и уже перемесить. Оно не будет, видите, какое оно?
И оно не будет тогда, не будет сложно его месить. И на 3 можно, и на 4 можно, чтобы было легче. Вот. Сейчас я это сделаю и положу их в кулечки. Все. Мочить руки я не буду. Мне не кажется, что оно очень тугое. Оно нормальное. Просто оно должно еще полежать. Так, ну что, подойдем еще раз к нашему тесту. Здесь я его уже положила в кулечки. Просто к нам зашла соседка. Я не показала остальные два, как замешивала. Ну, то же самое. Просто разделила на 3 части, но они неравномерно разделила, но разделила. И видите, все, тесто уже практически готово. Больше его не замешивать, не перемешивать, ничего не надо. Оно прекрасное. Вот. А если хотите, в принципе, я обычно так не делала. Я хоть немножко и... Опять-таки, это не настолько такое тугое тесто, что прям руки устают. Я замешивала сразу, делала в один колобок. И один подход еще раз делала, перемешивала. И все руками. И прекрасное тесто получается вот такое вот, видите. На пельмени и на вареники же оно же должно быть более тугим. А на манты уже можно, как я сказала, добавить литр воды. Тут у меня только 900 грамм. Если вам кажется, что оно тугое, то можете добавить воду. Можете, вот как Дина тоже делает, намочить кулачки. Просто она вот, ну она, правда, чашки это все делает. Просто мочит кулачки вот так вот добавляет. Влажные руки. И тесто будет немножко не забито, как бы, да. Оно у меня и так не забито, но я вот для интереса просто сделаю. Подсыпать муку уже к этому тесту практически не нужно. Оно прекрасно себя ведет. Оно эластичное. Вообще, может, в комментариях, друзья, напишите, кто... Ну, я знаю, что многие пользуются моим тестом. Мои девочки, в которые у меня со мной в группе, все делают и это тесто, и наше войнахское тесто на кефире для лепешек. Они прекрасно этим пользуются. Видите, вот я добавила воды, просто в руки добавила воды, и оно немножечко как бы стало более свободным. Вот так вот можно. Видите, какое оно красивое. Очень красивое, эластичное, прям вот прям хочется с ним работать. Вот, я люблю возиться с тестом. Вот это вот действительно мое. И все. И вот явно никаких усилий, никаких, что вот руки болят, нет. Ну вот, чтобы вот это вот не делать, мне, конечно, у меня есть свой тестомес. Многие это знают, новенькие, может, не знают, но в следующий раз я буду замешивать тестомесом. А так, не у всех же тестомесы. Попробуйте такое тесто. Вот. Оно прекрасно лежит в заморозке, размораживается и никаких своих качеств не теряет. И оно прекрасно. Вот. Ну, раскатывать, конечно, вот оно очень тугое. Вот это тесто раскатывать действительно легче делать маленькие вот эти вот кружочки и так раскатывать. Но я всегда на работе и скалкой раскатывала. Но у меня тестомес, поэтому раскатывать я, правда, не буду. Вот уже раскатывать у меня руки начинают уставать. А так, это прекрасное тесто. Если вы не можете себе позволить купить электрическую раскатку, то, конечно, лучше купить механическую. Она прекрасно тоже работает. Просто нужно вот посмотреть более качественную, потому что последние две, они у меня были очень некачественные, быстро ломались, падала ручка постоянно. А так, вот видите, немножечко лежит, а оно мягче. На интересе я даже раскатаю руками. Вот сейчас немножко еще полежит и раскатаю руки. Ну вот колбаской, вот это вот я не знаю, я не делала и как-то не очень-то хочется это делать. Так, пюре, как видите, вот уже остывает у меня. Все. Так, ну вот наше тесто уже готово, пюре наше готово. Сейчас будем делать вареники, лепить вареники.
Так, и я сначала хочу попробовать раскатать его вручную. У меня тут тесто-раскатка, вы об этом знаете. Так, вот видите, тесто полежало, и оно уже мягкое, как вы видите. Теперь некоторые делают вот так вот. Ну, кто, например, наверное, делает дома. Или я вот так вот никогда не делала. Вот. Делают вот такую вот колбаску. И ну, вот такие, наверное, кусочки одинаковые. Никогда так не лепила, признаюсь вам честно. Надо, наверное, вот так вот раскатывать. Ой. Еще больше, наверное, нужен. Но я так не делала и не буду делать, не умею, не хочу. И скалка, наверное, нужна не такая. У меня скалка с крутящимися ручками. Так, а я сделаю как обычно, как я делаю. Когда у меня не было теста раскатки, делала же я скалкой. Вот. Тесто очень крутое, друзья, конечно. Если вы с таким крутым тестом не хотите работать, то нужно добавить именно литр воды на 2 килограмма муки. Тогда оно будет немножко мягче. Я так не хочу. Потому что я буду работать тесто-раскатывающей машинкой, и оно мне нужно именно крутое. Но, опять-таки, я вам признаюсь, что и скалкой я работала вот с таким вот крутым тестом. Особенно, когда делаю вареники. Видите? Оно все равно эластичное. Ну, конечно, здесь уже нужны усилия, чтобы раскатать это тесто. Поэтому, может быть, даже вот такие вот, как я делала, вот эти колбасочки маленькие, оно намного удобнее. Вот Зинаида Копева тоже делает вот так вот. Потому что у нее тоже очень крутое тесто. И она их тоже делает вот так вот кружочками. В принципе, вот так. Немножко подсыпаю муку, а можно и без муки, просто чтобы оно быстрее раскатывалось. Вот если бы у меня была другая скалка, например, деревянная, поуже, то я бы вот так вот наматывала. У меня нет такой скалки, к сожалению, и тесто бы раскаталось быстрее. Но мне и не нужно это, ни этой скалки, ничего, потому что у меня есть моя машинка. Я сейчас вот эту вот одну сделаю, а потом уже на своей машинке. Это просто я вот сейчас для вас. Вот когда вот про это тесто узнала моя подруга, можно сказать, ну мы как бы, ну не подруга, но знакомая моя, с которой мы вместе участвовали в конкурсе блогеров, чтобы к нам подписывались подписчики, чтобы с нами познакомились подписчики. Татьяна Гера, я как-то о ней тоже упоминала, но она сейчас не работает, она не выпускает ролики, хотя у нее канал еще есть. Она вот работает именно на этих продажах. У нее очень большой объем работы. Ну, делает она, правда, тоже на дому. Видите, тут не нужно много муки, чуть-чуть, вот 1-2 раза я подсыпала, все, и то не надо было. Вот, она мое тесто попробовала и сказала, что вот именно вот для ручной скалки, для этого мое тесто сложновато для нее. Но именно в плане продаж. А теперь вот она, недавно увидев у меня мою тесто-раскатку, она купила ее, купила по интернет-магазину, ну, по интернету, по онлайн-магазине. Очень довольна. И уже сразу же на второй день спросила уже это мое тесто. Потому что она до сих пор работала на тесте из кипятка. Честно вам признаюсь, мне совершенно не нравится тесто на кипятке. Вот это мое тесто мне очень нравится. Оно экономно. Вот тут нет яиц. Даже есть же, бывает же, что вот у
христиан пост, им нельзя есть яйцо. Вот это вот очень хорошо. У меня как-то была заказчица, которая тоже ее муж вообще не употреблял яйцо. Ни в творог нельзя было яйцо добавлять, ни в тесто. И поэтому для них это прекрасное тесто. Так, сломалась у меня ручка на этой, как ее называют, вырубка, по-моему, да? Если я не ошибаюсь. Поеду в Назрань, надо будет купить, так держать неудобно. Ну вот и будем лепить. Так, у меня шумно работает дегидратор, друзья. Поэтому шумно немножко. Да и мой телефон тоже немного шумит. Так, все. Теперь будем лепить наши варенички. Мне очень нравится это тесто, друзья. Я из этого теста делаю все. И пельмени, и вареники, и чебуреки, и манты. Все, что можно сделать из пресного теста. И вы знаете, что я еще люблю? Вот именно вот из этого теста сделать тонкую лепешку на сухой сковороде, смазать его маслом сливочным и с чаем утром. Тоже обожаю. На эти лепешки я на работе подсадила своих девчонок, когда работала в кафе. А им тоже нравились. И у одной нашей клиентки мы научились делать чебуреки с картошкой и с творогом. Тоже вкусно получается, друзья. Вот я теперь видела много в интернете, в ютубе, что вот делают такие. А до этого я не видела. Вот эта девчонка к нам приходила, молодая девчонка, она всегда заказывала. Еще знаете, что заказывала? Чебуреки без ничего. Просто вот я тесто раскатывала, делала как будто бы чебурек без ничего. И действительно даже вкусно получалось. Очень даже вкусно. Ну, когда на продаже так быстро разложить и раз надо делать, да, по идее. Вот. Ну, вареники заказывали у нас, но крайне редко. В основном вот идет спрос на манты. Манты, пельмени. Манты, пельмени. Но и пельменей не так много. Основное, конечно, манты. Потому что манты нам надо бывало иногда делать из 2 килограмм мяса в день, и из 3 килограмм мяса в день, чтобы был запас на второй день. Что? Это все роняю. А пельмени, вареники уже когда вот остается время, за это время просто делались. Их заказывали не так много. А я почему-то сама вот не очень-то люблю манты. Мне нравится тоже. И мне, и моей семье пельмени нам нравятся больше, чем манты. Я пельмени вообще люблю, знаете как, с бульоном. Вот, запивать бульоном. И люблю на второй день жареные пельмени. Вот, остыли, сегодня я их сварила. Ну, или сегодня, или потом, как они остыли. Потом сливочное масло на сковороде. И вот прям до золотистой корочки обжарить пельмешки. И вот так вот. Так звучит азан, друзья. Так, ну а теперь будем еще один раз, я просто покажу в тесто-раскатывающей машине. Вот просто так я немножко вот так вот руками делаю тесто потоньше, чтобы тесто-раскатка нормально раскатала. Сейчас. Вот.
раз, и все, как говорил Бегемот в Какой бегемот? мультике. Какой бегемот? Ты его, наверное, не помнишь. А ты скажи. Вернее, даже не видела. Я название не помню. Советский? Советский мультик. Бегемоту делали прививку. Привезли его делать прививку, а он боялся. И зашел, прививку ему не сделали, а он такой довольный, выходит, как будто ему сделали. Он сбежал. Он говорит, и раз, и все. Так что... Раз, и все. А тут как скалкой катаешь, пока руки не устанут. Ну, вот какая хорошая штука. Тесто-раскатка, друзья. И вот тут вообще и муки не надо подсыпать, ничего не надо. Так, ну вот, налепила я вареники. Нам их сейчас хватит. Вода уже кипит. Закину и будем варить наши вареники. Все. Кидаем в кипящую воду. После закипания, как всплывут, минут 4-5 покипят, и они готовы. Много класть нельзя, чтобы вареники, ну все, наверное, знают, кто не варил вареников, да? Так, все, больше не буду класть. Постелька маленькая, потому что Ибрагим уже убежал. Еще две. Скорее всего, это только нам с мамой. Дивера тоже сегодня нет дома. Он уехал к своим сестрам. Все, ждем, пока закипит. Ну все, наши вареники готовы. Видите, ни один из них не разорвался, не расклеился. Все нормально. Пузатенькие, красивенькие. Так, ну все. Варенички наши готовы. Сейчас просто немножко маслицем смажу. А будем есть с домашней сметанкой. Как я сказала, вчера я вечером пропустила через сепаратор молоко. И у нас свежая сметанка. Сейчас корова дает очень мало молока. И поэтому мы уже радуемся любой сметанке, любому молоку. Как в этом году, конечно, не было никогда. Просто она в этом году у меня сама по себе не гуляет. Вот когда корова гуляла сама по себе, она хорошо молоко приносила. Вот так вот, друзья. Вот с такой вот сметанкой. Сейчас я в разрезе, наверное, покажу. Вот видите, тонкое тесто, как вы видите. Много картошки и очень вкусно. Особенно с домашней сметанкой. Конечно, не очень полезно. Домашняя сметанка, но она вкусная. В принципе, она полезна. Намного полезнее, чем покупная. Ну вот как-то так, друзья. На этом я этот влог закончу. Всех благ вам. Мира, самое главное, мира и здоровья. Чтобы все наши молитвы были услышаны. Чтобы все у нас было хорошо. Ну вот как-то так.